Действительно, нехватка педагогов является одной из самых актуальных тем на сегодняшний день и на начало каждого года. И в рамках решения данного вопроса с 2009 года реализуется программа «С дипломом в село». Это уже не новая программа, поэтому о ней широко известно всем областям, но тем не менее мы каждый год об этом говорим, потому что эта программа продолжается и она пользуется спросом. И наши выпускники высших учебных заведений, когда выбирают, куда же пойти в дальнейшем работать, предлагается данная программа. В целом по республике у нас на сегодняшний день около 7,5 тысяч организаций образования именно это школы, и из них 5000 школ являются сельскими школами. И данная программа, она очень хорошо подходит для тех наших уже коллег, которые именно хотели бы поехать в сельские регионы для дальнейшей работы. Очень хорошие условия они получают, единовременный подъемный показатель получают в размере 70 месячных расчетных показателей. И второе, они также на селе могут воспользоваться бюджетным кредитованием по очень хорошей низкой процентной ставке, это 0,01%. То есть они приобретают жилье приобретают не выше суммы 1500 месячных расчетных показателей, и данный кредит дается на 15 лет. И наши коллеги, те, которые действительно поехали в село и намерены там по данной программе участвовать, они заключают контракт на 3 года, что они обязательно там должны будут проработать. Ну а те коллеги, которые хотят остаться там на более долгий срок, то они тоже воспользуются и данным направлением. То есть это не зависит от возраста. Если коллеги поехали в село, они могут воспользоваться данным направлением данной программы. Вместе с тем, для того, чтобы мы решили вопросы дефицита учителей в регионах делается также большая работа. Именно местные исполнительные органы выделяют ежегодно гранты. Это акимовские гранты. После того, как студенты заканчивают обучение в высших учебных заведениях, они также могут после 4 лет воспользоваться этими грантами и приехать к себе на родину и продолжать там работать. Это второе направление. И хотелось бы рассказать о новом направлении, которое буквально работает с этого года по поручению главы государства Касым-Жомарта Кемелевича Токаева. Была разработана программа по привлечению лучших специалистов в те регионы, где имеется наибольший дефицит педагогических работников. Министерством был проведен анализ по всем регионам на сегодняшний день. И исходя из этих данных, мы пришли к выводу, что самое большое количество, там, где имеется дефицит педагогических кадров, это в Алматинской, в Атырауской, Мангыстауской и Туркестанской областях. В этих 4 регионах имеется дефицит около 2000 педагогов. То есть, что последовало, задаются тоже коллеги, почему именно в этих регионах именно такой большой спрос и такой большой дефицит педагогов? Ну, наверное, это ежегодная рождаемость детей. Даже в целом, если мы сравниваем средний коэффициент рождаемости в данных регионах, он увеличен в 2 раза. В целом, если по республике у нас коэффициент рождаемости составляет 5,5%, то в данных 4 регионах он составляет в среднем 11%. Это наши южные регионы и западные регионы. В связи с чем Министерством уже на сегодняшний день просвещения была разработана программа. Данной программой можно ознакомиться, она находится на сайте Министерства и находится также на сайтах местных исполнительных органов данных 4 регионов и управлений образованием. До этого момента, буквально, наверное, с марта месяца, была начата большая, широкая разъяснительная работа для привлечения коллег для работы по данной программе, где могут воспользоваться
данным шансом не только выпускники высших учебных заведений, но и работающие педагоги. И могут воспользоваться педагоги с разных регионов. Да? Допустим, к примеру, с Акмолинской области наши коллеги могут поехать в Туркестанскую область, с Восточного Казахстана могут поехать, допустим, в Атыраускую область. Да? То есть по нашей стране самые лучшие педагоги могут воспользоваться данной программой и поехать. Но есть требования для действующих педагогов, так как мы говорим, что данная программа это для лучших педагогов в дальнейшем. Не просто туда нужно поехать, да, но и, конечно же, есть задача повысить качество образования в школах данных регионах. Необходимо будет владеть педагогической квалификацией. В данном случае для работающих педагогов они должны быть учителями, экспертами, исследователями, либо мастерами. Что-то вот из этих категорий. Конечно, человек, который уже имеет определенный опыт, да, имеет педагогическую квалификацию, он в дальнейшем сможет уже дать более качественное образование. Но вместе с тем данная программа действует и для выпускников высших учебных заведений. То есть, если они являются лучшими, как мы выясняем, что они лучшие, да, мы просим по итогам окончания вуза, да, они сдают национальное квалификационное тестирование. Ну, это обязательство уже второй год, они в прошлом году это сдавали. Вместе с тем, средний GPA для тех выпускников, которые обучались по гуманитарным направлениям, он должен составлять не менее 3,5 баллов. Для тех выпускников, которые обучались по естественно-математическим направлениям, ну, допустим, это педагог математики, учитель математики, да, учитель химии, это относится к естественно-математическим направлениям, тот GPA должен быть не менее 3,2 балла. И также, конечно же, приветствуется, если есть магистратура. Для выпускников, которые окончили магистратуру, у них GPA средний должен быть не менее 3,4 балла. Вот, в принципе, для этих категорий мы, конечно же, разъяснительную работу проводили, и уже прошел первый конкурс. Первый конкурс проводился у нас с 16 по 26 июня. На сегодняшний день поступило более 1000 заявлений поступило. Очень много было письменных запросов к нам поступало, очень много звонков было. Даже некоторые коллеги приезжали, да, и мы разъясняли данным коллегам, как можно воспользоваться данной программой, какие есть преимущества данной программы. И на сегодняшний день вот такое количество поступило заявлений. Эти заявления сейчас обрабатываются. После обработки будет уже проводиться первый этап конкурса. Первый этап конкурса будет проводиться на базе Назарбаев интеллектуальных школ. Их у нас по республике на сегодняшний день 17, на базе которых будут проводиться именно экзамены. Экзамен нужно будет, ну это не экзамен, а первый этап конкурса. Необходимо будет пройти тестирование. По каждому направлению дается 25 заданий. То есть это если учитель математики, ему дается 25 заданий, и из 25, если он справится с 60% правильных заданий, будет 60%, в данном случае он переходит уже на второй этап. Второй этап необходимо будет написать эссе из 350 слов. Это тоже уже не новшество для наших коллег, потому что и в рамках школьного образования, в рамках высшего учебного заведения, да и для тех действующих учителей, которые на сегодняшний день проходят аттестацию, все знают, что такое эссе и как его нужно будет написать. После этого они проходят собеседование уже при Министерстве образования, после чего они получают уже ответ, могут ли они участвовать в данной программе. И если они получают правильный ответ, то в каждом регионе у нас действуют координационные советы, которые возглавляют заместители акимов в данных 4 регионах. Они непосредственно занимаются
всеми организационными вопросами. Допустим, коллеги могут быть семейными, да, у коллег могут быть, допустим, дети могут быть. То есть эти вопросы тоже в организационном плане они будут решаться. Если, допустим, учитель едет, а у него супруг, допустим, какой-то специальности, возможно, накануне сразу нужно будет определить все эти вопросы. Также эти 4 региона, они должны будут определить для тех коллег, которые приедут к ним, вопросы жилья, где они будут жить, да, для того, чтобы они приехали и уже были обеспечены жильем, независимо от того, город это будет, либо это сельская местность будет, потому что потребность есть у нас как в селе, так и в городе. В основном потребность у нас для следующих направлений, нам нужны учителя в эти 4 региона, это математики, физики, учителя русского языка, учителя английского языка, биологии, начальных классов учителя нужны. И по заявлениям, которые на сегодняшний день нам поступили, мы уже предварительно видим, что действительно по этим направлениям поступило большее количество заявлений, нежели там, допустим, учителей физкультуры или учителей технологии. Также хотелось бы сказать, что будет у нас второй конкурс. Второй конкурс это дополнительный для того, чтобы, потому что времени очень мало было, буквально 16 по 26, и те желающие, которые хотели, да, они не успели, кто-то, допустим, справку получить медицинскую, кто-то не успел сфотографировать, кто-то не успел просто подать заявление, пока думал, да, поэтому они могут воспользоваться вторым шансом. Сейчас объявлен второй конкурс, он будет проходить с 11 по 21 июля. И, конечно же, воспользовавшись данной площадкой, мне хотелось бы пригласить данных коллег. Вместе с тем, что мы вот проводим такие агитационные, да, разъяснительные мероприятия, также через информационные порталы у нас есть образовательные порталы Билимленд, Билимал, Кунделек. Каждому учителю персонально также было направлено письмо с разъяснением, с коротким разъяснением данной программы. И все интересующиеся коллеги на сегодняшний день, кого интересует, в данных 4 регионах действуют колл-центры, есть контактные телефоны, где можно получить более подробную информацию. Примерно пропорционально из тех заявлений, которые на сегодняшний день нам поступили, мы, конечно, сделали выборку, посмотрели, что в 4 региона, которые есть на сегодняшний день, большее количество заявлений поступило в Алматинскую область. А по всем остальным 3 регионам примерно одинаковое количество заявлений поступило. Ну, где-то по 300 заявлений поступило примерно. Поэтому интересу, охотно ли едут, охотно ли вообще спрашивают. Мне хотелось бы сказать, что очень много, заинтересованность очень высокая. Я проводила Zoom с выпускниками высших учебных заведений, и в Zoom, наверное, проходил где-то около 2,5 часов, и он бы еще столько же бы проходил, потому что коллеги друг другу звонили, приглашали, и поступали, еще больше вопросов поступало от выпускников, особенно вузов, и многие говорили, ну как же мы раньше не знали об этом, вот если бы я в прошлом году знал, я бы какой-то предмет бы подтянул, да, для того, чтобы мы могли средний балл свой улучшить. Они получают транскрипт, да, своего диплома, и они обязательно должны будут этот транскрипт, если, допустим, диплом они еще не успели получить, они прикладывают транскрипт, и мы видим средний балл. Я хотела бы рассказать еще о преимуществах. Какие преимущества, что же их все-таки заинтересовывает, да, когда они едут в данные регионы? Конечно же, местные исполнительные органы будут их обеспечивать жильем. Пусть это будет временное жилье, да, они заключают договор на 5 лет, туда едут, но все это время они смогут проживать в этом жилье. Если это семейные, то, конечно, это отдельное жилье, где-то подруги едут вдвоем, они тоже такие вопросы нам задают. Можно мы вместе будем жить, нам интереснее, веселее будет, и в одну школу, возможно, мы попадем. Это тоже приветствуется. Одним из преимуществ является, конечно, финансовая поддержка. Потому что кроме того, что они получают свой месячный оклад получают, им еще делается надбавка 150% к заработной плате. То есть они получают очень хорошую заработную плату.
Это привлекает, и не только их привлекает, даже привлекает и преподавателей вузов, которые также интересовались, а может мы тоже туда поедем, да? Поэтому, конечно же, здесь интерес был очень большой, это во-первых. Во-вторых, есть очень хорошие преимущества. Каждые 2 года для тех учителей, которые поехали туда, именно для молодых мы будем проводить республиканский конкурс «Лучший молодой учитель» именно в рамках данных 4 регионов. Это тоже в дальнейшем мы будем видеть и смотреть, и вести данных педагогов. Также хотелось бы сказать, что планируется стажировка за рубежом именно в рамках семинаров, в рамках каких-то круглых столов, в рамках каких-то мероприятий и так далее. В первую очередь будут направляться вот эти коллеги, когда будут рассматриваться что-то подобное. Мы знаем, что в рамках нашего учебного года бывает очень много различных семинаров за границей, для того, чтобы они повышали свой профессиональный уровень. Есть еще стажировки казахстанские в лучших высших учебных заведениях для наших действующих специалистов, для того, чтобы они могли стажироваться. Конечно же, это бесплатно, и они могут таким образом заниматься самообразованием, повышать свою квалификацию в рамках своей работы. То есть, как вы видите, преимуществ очень много, поэтому желающих, заинтересованных очень много, но нам хотелось бы, чтобы все услышали о данной программе, рассказали друг другу, и, возможно, если желающих у нас много, будет дефицит приличный, конечно, в этих 4 регионах, намерение такое, что в одну школу поедет не один учитель, а поедет по 4, по 5 учителей поедет, а может быть и побольше будет, да, учителей. И в те школы, куда они поедут, у нас на сегодняшний день есть договоренность с АО Назарбаев интеллектуальной школы, которые непосредственно будут заниматься их сопровождением. Они всегда будут вести. В первый год обучения подразумевается 4-недельное обучение всех педагогов, и не только этих педагогов, а всех тех организаций, куда они попадут. Да, это получается, начиная от директора, завуча и всего коллектива, вместе с нашими новыми учителями, которые пойдут туда, Назарбаев интеллектуальные школы будут проводить с ними обучение. И в течение всего этого времени они будут находиться под сопровождением. То есть это тоже очень такое хорошее новшество.